Доброе утро всем тем, кто к нам только что присоединился. Судя по вашим отзывам, ну а телевизионным языком говоря, рейтингом зрителей у канала «Башкортостан-24» и у нашей утренней программы все больше и больше. Это действительно классно. Вы остаетесь дома для того, чтобы сохранить себе здоровье и в некоторых случаях жизнь. И это правильно. Сегодняшнее утро с нами встречают замечательные и талантливые люди. Актер и режиссер нашего замечательного, прославленного кукольного театра. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Я хочу представить вас нашим зрителям. Это Ольга Штерляева, режиссер. Оль, здравствуйте. Как вы обычно просыпаетесь по утрам? Как просыпаюсь? Как все творческие, не как очень все легко. творческие люди под вашу передачу. Да, очень приятно. И Вадим Габидуллин, актер театра. Вадим, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. И с нами третий участник, безмолвный пока. Кто это? Кот Василий. Кот Василий. Очень Да, симпатичный костюм. Из спектакля «Кошкин дом». Да, вот именно про спектакль, премьера которого состоялась буквально 2 дня назад в Театре кукол. Он называется «Кошкин дом». Замечательный, судя по зрительским откликам, которые побывали на этом спектакле. Вот о нем мы сегодня и будем говорить. Итак, Ольга, в каком доме живет ваша кошка, ваш кот и так далее? Кто живет вместе с ними? Наша кошка живет в том же доме, как и написал Самуил Яковлевич Маршак, в прекрасном, красивом, нарядном. С ней живут все остальные герои этой сказки. Но мы постарались посмотреть на эту историю с современной точки зрения. Так скажем, с проблем, которые волнуют нас лично и, ну, как нам эгоистично кажется, многих других. То есть это проблема приоритетов в жизни. Что важнее? Статусность богатства или настоящее? То есть это семья, семейные узы, ценности вот эти духовные. То есть материальные ценности и духовные ценности. Вот это противоречие, которое всегда мучило кошку у Самуила Яковлевича Маршака и мучает, наверное, очень многих людей по сей день. И когда мы детям рассказываем эту историю, есть надежда, что хотя бы один ребенок в зале услышит это, и вот у него останется где-то там, около сердца, что важнее. Ну, я думаю, что ребенку в зале, помимо героев сказки, ваших замечательных актеров, могут рассказать еще и родители, которые приходят вместе с ним, и они обязаны это делать, потому что поход в театр для любого, в том числе и взрослого человека, должен состоять из какой-то подготовки к материалу, к спектаклю, к музыкальному произведению, которое он идет слушать или смотреть. Вы согласны? Я согласна с этим, конечно, потому что родители действительно немножко готовят к походу в театр, рассказывают все, что было, да, рассказывают, но опять-таки они могут рассказывать со своей точки зрения. А ребенок, когда приходит, он уже приобретает свою точку зрения на этот материал, на эту ситуацию и так далее. И опять-таки спектакль состоит из разных компонентов, вот как вы уже заметили, в том числе, кроме визуальной формы, есть музыкальная форма. А в данном случае мне хотелось бы пару слов сказать о композиторе. Это Тимур Хабибуллин. Достаточно известный музыкант. У нас в Уфе у него много музыкальных проектов. И это необычная работа для нашего театра, потому что музыка, она очень современная. Она как бы ломает принципы нашего привычного восприятия музыки для детей, так скажем, для детского театра. То есть, но, к сожалению, существует, с возрастом появляются некие шаблоны, как должно быть. То есть мы привыкаем на каких-то примерах, вот что должно быть так, а не иначе. Но жизнь меняется, театр тоже меняется, все видоизменяется. И восприятие детей, вот тех, которые сейчас маленькие дети, у них немножко другое мышление, нежели у нас. У них другое восприятие. И хотелось бы научиться разговаривать с ними на одном языке. Это вот, ну, очень такая большая задача, которую вот я лично перед собой ставлю и перед той постановочной группой, с которой я обычно работаю. Вадим, как вам работалось в коллективе, в спектакле под эту современную музыку? Наверняка и двигаться сложнее. Да нет, я не скажу, что какие-то сложности возникали. Самая большая сложность — это работа с тростевой куклой. А в остальном, благодаря Ольге Владимировне, команда сложилась, было интересно, было легко, было
максимально удобно. Да, То есть работать. как, на ваш взгляд, звучит одна из, ну, самая, может быть, главная фраза вашего героя? Да? Вот что-нибудь такое приятное, утреннее, вот прямо сейчас для наших зрителей. Можем исполнить? Чтобы исполнить-то, я не знаю, но... Может быть, из финала? Да, мне кажется, вот финал, но наш разговор еще не подходит к Я финалу. поняла. Да. Непременно ставить нужно. Ну-ка вместе, ну-ка дружно. Всей семьей вчетвером будем строить Кошкин дом. Вот так вот, да. Спасибо, спасибо. Я хочу напомнить еще раз о том, что следующий спектакль в Кукольном, в нашем замечательном театре «Кошкин дом» будут давать, показывать уже 4 ноября. То есть вы успеете 4 ноября, и я думаю, что получите большое удовольствие. Что сегодня происходит в театре? Я имею в виду вот из-за тех ограничений ковидных и так далее. Как идет расстановка, покупка билетов? Ну, к сожалению, конечно же, как и везде, происходит некое осложнение, потому что проход по QR-коду повлек за собой возврат билетов. То есть билеты, купленные заранее, вот как раз на эти вот премьерные спектакли, и было очень много возвратов, потому что вот сейчас у нас в театр пускают только, ну как и везде, Да. только по QR-коду, только с маской, ну и так далее, да. В этом сложность. Но это, я думаю, что это преодолимо, потому что люди как раз в процессе понимания этой необходимости, то есть я думаю, что люди наконец-то, ну потихоньку, помаленьку, те, кто воспринимал это как агрессию, как некое, как бы вот заставление, так скажем, наконец начинают осознавать, что это Необходимо. Что это необходимость. В первую очередь для них самих, для их близких и как бы для всех окружающих нас. Мне всегда интересно, вот давайте вернемся просто к вашей режиссерской работе вот в Кукольном театре. Вы должны объяснить артистам, как их артисты на руках, я имею в виду в данном случае куклы, должны исполнять реплики, фразы, говорить, общаться. Насколько это сложно? Знаете, дело в том, что очень сильно не отличается режиссерская профессия, не таких театр кукол, драматический театр, театр оперы балета. Есть нюансы, есть какие-то особенности. Но в целом задача режиссера раскрыть произведение, которое он берет. То есть его, ну, как бы, выкопать оттуда самые недра, самое главное. Найти слова для понимания актера, чтобы объяснить, что и как. И тогда нет сложности. Работа с куклой – это уже, опять-таки, тоже нюансы, потому что это опыт, это какие-то уже внешние такие, более четкие проявления. Но у меня не возникает в этом сложности, потому что я сама актриса, я более 20 лет работаю как актриса, чуть больше 10 лет как режиссер, и у меня есть опыт и с той стороны, так скажем, и с этой стороны. И когда действительно, вот как сказал Вадим, команда складывается слышащая, и слышащая не только меня, а еще и друг друга, тогда, ну, как бы, таких вот прям сложностей нет, не происходит. Ну, я тогда прекрасно понимаю, действительно, удовольствие, когда команда сложилась, материал получается совершенно другим, потому что, как говорят, глаз горит у актера, у режиссера, у работников сцены, закулисья и так далее. И вот тот самый результат. Аплодировали долго, Вадим? Да. Да. Овацию сорвали. Ну да. Даже Да. во время спектакля были моменты, когда прям с зала слышно было браво, браво. Там. Потрясающе. Невероятно Действительно. приятно, конечно. Зал живой, реагирующий, поэтому... Но это если спектакль такой живой, Да, да. дышащий, поэтому... Оль, вы какой режиссер? Вот говорят про Прим, да, Прима или такая стерва Прима. Вот вы какой режиссер? Вадим, я какой Вадим, режиссер? какой режиссер, а? Вот это подстава, У конечно. вас еще 4-го спектакль, поэтому не переживайте, он уже Думайте. заявлен. Билеты уже купили, по QR-кодам пройдут. А можно я не буду отвечать на этот вопрос? Хорошо, ну вы сами тогда скажите, вы же были актрисой, режиссером. Как? Обидно, обидно. Нет, я просто знаю, что с этими творческими людьми
Надо жестче, потому что По-разному. сядут на шею и все, звезду поймают Вы и меня пошли. понимаете, Я да? вас прекрасно понимаю. Я вас прекрасно понимаю. Надо держать в ежовых рукавицах. Я думаю, что да, на самом деле, как бы тут как с детьми, как бы тут похвалил, тут поругал, тут строгий взгляд сделал, тут еще сильнее похвалил, обнял, там расцеловал. То есть все как с детьми, потому что актеры, это, ну, сейчас банальная вещь скажу, но актеры это дети. Это дети, вообще любой творческий человек, это ребенок в душе. Потому что если этого ребенка в душе нет, ну, творчеством невозможно заниматься. Получается что-то такое вот сухое, очень Официальное да, такое, да? да. Вот когда вот этой вот нет легкости детской, души вот этой нет детской. Ну, тем более, когда речь идет о кукольном театре, да, где все-таки большую часть всегда в зале занимают именно дети, дети разного возраста. Вот Да. скажите, кто в зале преимущественно был? Все-таки дети, родители их отправляют спокойно, как раньше было, или со взрослыми? На этом спектакле, это спектакль для семейного просмотра. Мгм. Здесь родители были с детьми. Возраст самый разный, от самых маленьких до подросткового возраста, то есть, ну, видимо, там, сестренками, братишками. Да, есть такое предположение, ну, не очень правильно, о том, что театр кукол только для детей. Мы как бы стараемся это преодолеть. Театр кукол отличается, опять-таки, от драматического, оперного, музыкального и так далее театров, опять-таки, только формой. То есть не тем, что это вот только театр для детей. Мгм. Это театр, говорящий другой формой, художественной формой. Соответственно, формой материальной, как вот кукла, это неживое существо, материальная такая вот субстанция, она становится живой только благодаря тому, что вот идет импульс от его сердца. Идет импульс, он идет сюда, и он становится живой. Без него, когда он висит там, это просто куча тряпочек, каких-то Палочек. резиночек, палочек и так далее. Вот только этим отличается театр кукол от других То театров. есть я правильно понимаю, что у Вадима вот как раз рука — это такой некий проводник Да. от его сердца к кукле и, соответственно, к зрителю? Абсолютно правильно, абсолютно правильно. И когда этот проводник перерублен, тогда ничего нет. Опять-таки, когда сердце бьется, бьется в желании что-то сказать, в любви, тогда этот проводник работает. Более того, с такой нагрузкой, понимаете, никакие кардиотренировки не нужны. Это когда ты держишь руку постоянно, что называется, на пульсе, а это проводник, как мы только что выяснили, это невероятно круто. Поэтому берегите свое сердце для того, чтобы дарить его зрителям. Да. Да. Оль, ну и напоследок, скажите, пожалуйста, для чего, почему вот в нескольких словах, предложениях зрители должны прийти и посмотреть примерный спектакль «Кошкин дом»? Я уже сам хочу просто. Обязательно приходите. Да? В первую очередь для того, чтобы получить удовольствие. Мгм. Для того, чтобы получить эстетическое удовольствие, потому что художественная форма, художник Наталья Кандалова, художник нашего театра, удачная работа художника, это действительно эстетическое удовольствие. Во-вторых, огромное эстетическое удовольствие — это музыка Тимура Хабибуллина. И, конечно, вот это вот абсолютно искренняя, абсолютно трогательная игра актеров — это то, ну, ни с чем я это не могу сравнить. Это то настоящее, которое должно быть в жизни, здесь и сейчас. Вот ради этих моментов как бы мы и живем. И это один из тех моментов, ради чего можно жить. То есть получение вот этого эстетического удовольствия. А наш спектакль даст эту возможность зрителям. Прекрасно. Но мне еще хотелось сказать напоследок. Да, все в порядке. Такой, С вами общаться — одно удовольствие начинать день. благодарю. Я хотела бы сказать, что, как бы пролонгируя время немножко, что ровно через месяц в нашем театре состоится новый спектакль. Еще одна премьера? Новая премьера. Так. Это «Незнайка».
Спектакль называется «Знаменитый Незнайка». Пьесу написала Светлана Чураева, это наш драматург уфимский. Музыку также будет писать Тимур Хабибулин. Ну, это по мотивам нашего Незнайки из детства, да? Конечно, это наш тот самый Незнайка из детства, как мы его увидели. Опять-таки, ничего, так же вот как в Кошкином доме, вот из материала изначального мы ничего не убирали, ничего не меняли. Так и здесь как бы пьеса была написана, конечно, по основам, ну, как бы этого Незнайки. Это не то, что там какая-то другая история, нет. Это вот первая история приключений Незнайки, как они летят на воздушном шаре. Вот эта история. Вот со вторника мы приступаем к работе с теми же актерами, с которыми мы сделали проект «Кошкин дом». Так что вот приглашаю работы предстоит заранее. у вас огромное количество. Да. Это здорово. Так что удачи вам. Спасибо. Спасибо. Как зовут нашего героя? Василий. Это тот самый кот Василий, который с кошкой живет. Да. Спасибо, Ольга. Спасибо, Вадим. Хорошего дня вам и до встречи. И Да? вам хорошего дня. Спасибо вам, Спасибо хорошего большое. дня. Спасибо. Ну что ж, друзья, наша программа продолжается. Всегда прекрасно, когда режиссер, ну, я всегда говорю, какой режиссер, такие актеры. Какой ведущий, такие гости. В общем, у нас сегодня утро сложилось. И очень скоро оно продолжится.